Привет, друзья! Меня сегодня ошарашили очень хорошей новостью. Оказывается, женится мой друг. Так как это мой близкий друг, я имею честь быть там не в последних ролях. И дабы выглядеть на этом мероприятии подобающе, скажем так, мероприятию, и солидно, и круто, и вообще классно, я должен привести себя в порядок, я должен заказать себе костюм. Нам нужен костюм, девушки красивые. И здрасте, девочки. Девочки. Да? Собственно говоря, одеть надо человека. Нужен костюм. Костюм нужен троечка по классике. Так, ну давайте пройдем наш отдел. Пойдемте. Ну, ткань реально приятная, ткань реально она классная. мягкая, она на любой сезон, она не раздражает кожу. Всегда ее трогать приятно, это очень важно. Ощущения очень важны, органолептические чувства вот эти, они очень важны. Прикосновения. Вы поняли? Очень а вы думали, важно. костюм это так, одел и побежал? Нет, органолептические чувства очень важны. Да. Ребята, это реально лайфхак. Вот я, честно, я не знал. Вот вы смотрите, уже пиджак на мне, да? Я бы даже не додумался. Я как греческий какой-то мыслитель. Вот, так все. Думать. Думать, что одевать. Ребята, реально думайте, что одевать на себя. Любой может это сделать дома, провести легкий такой физический лабораторный анализ. Мы отрезаем кусочек ткани. Мы берем, просто поджигаем ткань. Вот видите, она вся рассыпается. Пахнет чем? Пахнет детством. На самом деле, у нас на улице происходили какие-то праздники. Нам мелким приносили бычью голову, давали Вот. паяльник в руки и говорили: чистите. Вот, Вот. ты ее паяльником обрабатываешь, а потом ножом Вот, чистишь. то есть- Один в один запах, Да. шерсть. Вот Вот. реально шерсть. Я бы никогда не подумал, что осмоленная голова пахнет дороговизной. На всяких дегустациях, был на всяких дегустациях, но на дегустации шерсти и ткани я еще не был. Делайте правильный умный выбор. Изначально, когда костюм выбран и выбрана качественная, хорошая ткань, дорогая, и дорогая не по цене, а дорогая по своим свойствам и по качеству, когда выбран хороший портной, и все это сшито по вам, так что даже с таким пузом, как у меня, выглядите вы как Аполлон, вот это есть дорого, это есть богато, это есть правильно. Запомните. Мы находимся на рынке в поисках костюмной ткани. Нам подсказали, что здесь ее можно найти в достаточном количестве. И, собственно говоря, она у нас имеется здесь. Цветовой выбор достаточно неплохой. Цена. То есть какой ценовой разброс? Просто вы назвали такие, знаете, когда слышат Англия, Италия, Германия, все думают: да, это же бешеные деньги. Приемлемые цены. Если у вас где-то они будут стоить 1500, у нас они стоят 600-700 рублей. То есть метр ткани Метр 600-700 рублей. Итак, ребята, первая проверка. Мы поджигаем первый лоскут ткани. Как дегустация вина. Вот. 50 на 50 там. 50 на 50. Чуть-чуть тянется. То есть показан лавсан у нас. Ну что, мы посмотрели ткани. Мы приценились, нам рассказали, что, как, почему. Мы поподжигали. Ну, честно я вам скажу, ребята, 50 на 50, лаксан или баксан или что там, ну, блин, ну это явно не на рынке брать. Явно не на рынке, потому что это мега бюджетный вариант, который вы относите, ну, прям максимум месяц. То есть все равно, что купить готовое китайское ширпотреб. Сейчас мы идем к мастеру, который будет шить костюм, который поможет мне его
правильно под меня подогнать, под мое пузяндер. Вот, и при этом поможет его сделать таким, чтобы когда я буду кушать, чтобы он не сильно расплылся. Я долго искал, и вот наконец-таки сегодня я пришел к мастеру, который знает толк в своем деле, который мне поможет разобраться, стоит ли мне вообще костюм одевать, вообще подхожу ли я для этой серьезной вещи. Вот, Олег, представлю вам мастер своего дела. Мы возле вот такого классного уже, ну почти готового пиджака. На его примере мы и выясним, как мне стоит одеться в такой же классный пиджак. Сейчас меня будут снимать мерки, и мы параллельно будем объяснять, что, как и зачем и почему. Костюм, то есть пиджак и брюки, снимаются основные мерки. Это грудь, талия, бедра, плечо, длина рукава, ширина спины и длина изделия. Для брюк снимается талия, бедра, высота сидения, длина изделия, ширина внизу, ширина в колене и ширина в бедре. Не так все просто. Не так все просто, ребята. Мы сейчас за кадром обсуждали такой момент. Оказывается, я не стандартный, потому что стандартная мужская фигура – это грудь шире, чем бедра, и тогда костюм смотрится более гармонично. Если, как у меня, бедра шире, чем грудь, как этот вопрос решается, как это перекраивается как-то или переигрывается? Это переигрывается. Во-первых, дается меньшая прибавка на объем бедер внизу изделия. То есть и большая прибавка по груди, чтобы визуально мы его... Чтобы это было именно вот как приталено, да, то есть чтобы фигура все-таки появилась, да, чтобы это не было как я, как груша, и пошел. Вот. Для пиджака мы снимаем плотно, как есть, то для брюк мы уже задаем тот объем, который нужен для свободы движения. Почему? Потому что в брюках должен быть объем. То есть вот видите, не могут быть абсолютно как джинсы, скажем так, облегать. Вот, допустим, джинсы на вас джинсы облегают. Но в брюках это как бы нежелательно. Почему? Это правило дурного тона, да? Это самые популярные не костюм, а не цвета, которые выбирают сейчас у нас. Да. Ну у нас, вот посмотрите сюда, вот некоторые есть отрезы, образцы. Это синий, темно-серый. И светло-серый. Есть еще черный материал. Ну вот они примерно выглядят вот так. То есть вот это вот популярность. То есть это у нас здесь, да. Выглядит, так скажем, нормально, не дешево. Вот сколько вот цена вот этих брюк, на интерес? Вот просто для меня интересно. Для простого человека он определить никогда не сможет. Даже я не смогу, если бы я не знал на самом деле, сколько они стоят. Допустим, вот этот материал, то есть изначально покупался за 40 тысяч, за 1 метр. За 1 метр. Да. Вот этот материал покупался за 5 тысяч. То есть разница у них. У нас идут материалы от 1500 и до 5. Здесь вот ценовой диапазон для мужского костюма. Для мужского костюма. То есть, ребята, не просто механика, не просто машинка, ручная работа. А это ценится. Ну и, блин, ну круто. Круто, что можно сказать? Цена, внешний вид, ручная работа. Я в шоке, честно, я в шоке, и выбор уже сделан однозначно. Ну что ж, тогда мерки с меня сняты. Я оставляю мастера продолжать свою работу над моим костюмом, а я пока пошел. Что ж, спасибо вам. Вам тоже спасибо. Итак, пошли. Ты за мной. Свое шоу будет свой костюм. Пошли. Мы были в ателье, мы были в магазинах тканей, мы ездили на рынок, выбирали и смотрели ткани, приценивались. Но это все моменты, которые требуют от нас времени. Сейчас мы попробуем выбрать костюм в магазине. В магазине костюмов уже готовых. «Мама, я депутат» называется. Смотрите, фокус. Смотрите, опачки, и нету. На нас пуговицы застегиваются все-таки.
Момент какой? Во-первых, при подборе, еще раз повторимся, при подборе костюма, в данном случае пиджака, мы выбираем такие аспекты. Обращаем внимание. Тоже лайфхак. То есть, если кулак влазит у нас в район кармана, в район бумажника, то это хорошо. Плюс, если вы поднимаете руки и рукава убегают вот так, это не страшно, это не есть плохо, это есть правильно, это есть норма. Потому что здесь еще у вас должна быть рубашка, это по нормам этикета ношения костюма. И, ребята, не повторяйте одной очень грубой ошибки, не делайте так. Вот так делать нельзя. Это некрасиво, это неправильно. Если, в приличном обществе, а мы живем в таком, нижняя пуговица не застегивается. Это опять-таки по нормам этикета не полагается. Застегивается только на верхнюю пуговицу, а это у нас всегда должна быть расслаблена. Эта пуговица делается только исключительно для вида, ни в коем случае не для того, чтобы ее застегивать. Рубашка, если мы берем по классике 2-3 тона светлее, чем сам костюм, и галстук, это, как правило, если мы молоды, если мы прекрасные и великолепные, как я сейчас, да, то это у нас узкий галстук. В остальном все на ваш вкус. Соответственно, делайте выбор сами, что вы хотите, как вы хотите и за сколько вы хотите. Еще надо учитывать так, что вы, когда покупаете костюм готовый, на вешалке он может выглядеть одинаково все, но на вас он будет выглядеть по-другому. Поэтому всегда примеряйте, что в принципе я и собираюсь сейчас сделать. До следующих выпусков бородатых советов. Пока!